я позволила себе написать, что рекомендации по содержанию. Так, ну, предварительная деятельность, значит, для образовательных организаций. Ну, во-первых, проводят анкетирование обучающихся и их родителей. Дальше обязательно фиксируют в документах школы результаты анкетирования, то есть некие протоколы, в которых будет тут заявлено, что вот сформированы на основе запросов обучающихся. Дальше. Я все-таки написала, что пишет рабочие программы в соответствии с отведенным на курсы учебным временем. То есть школа решила, сколько времени, и разработчик пишет в соответствии с отведенным временем. Дальше. Включает учебные курсы в учебный план школы, включает содержание и планируемые результаты в содержание основной образовательной программы, определяет формы сдачи промежуточной аттестации по этим предметам в положении промежуточной аттестации, как там дальше там называется. Ну и, конечно же, это отдельные предметы, и в электронном журнале это отдельные страницы, в которых должны стоять отметки, все как по всем остальным предметам. Да? То есть вот это такая предварительная деятельность. Итак, у нас примерно содержательные блоки представлены в программе, которая висит в Федеральном реестре, в программе «Русский родной язык». 3 блока: язык и культура, культура речи, речь, речевая деятельность и текст. Что обратим внимание в первом блоке язык и культура. То есть здесь, хотя и программа называется «Русский родной язык», но здесь важно видеть вот то, что подчеркнуто. Это выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира и овладение культурой и межнационального общения. Мы с вами живем, работаем, родились в республике Коми, которая язык, сказать, государственный все-таки язык второй, это Коми язык. Да, 2 государственных языка, и преподавая вот эту программу «Русский родной язык», нам здесь нужно быть весьма деликатными и осторожными. То есть выявлять общеспецифическое и как выстраивается диалог, вот этот межнациональный, это тоже должно стать темой уроков такой программы. Ну, культура речи – это, понятное дело, овладение нормами русского речевого этикета и вообще овладение культурой речи. Ну, а в 3-й блок направлен на совершенствование видов, всех видов 4 видов речевой деятельности. Что надо увидеть в примерной программе, то, что там написано, для понимания разработчикам цели и задач курса? Ну, во-первых, обратим внимание, что цели курса носят дополнительный характер, что вызвано, значит, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. Вы прекрасно понимаете, что вот эти предметная область, она на всю Россию, а у нас Россия очень разная. И поэтому эти особенности функционирования русского языка, это тоже нужно учитывать. Далее, второе, что мы обратим внимание, что нам важно обратить внимание не столько на расширение сведений, имеющих отношение к внутреннему системному устройству языка, почему я удивилась. То есть если в начальной школе, вот сейчас, да, мы увидели, что лингвистика, научная картина мира, то в основной школе уже как раз не внутреннее системное устройство языка, а вопрос реализации этой языковой системы в речи. И вот здесь вот я сказала бы, вот некое, то ли это следующий шаг наоборот, то ли это некое противоречие небольшое. Почему я и удивилась. Дальше. Что это курс, имеющий частный характер. Да, он опирается на содержание основного курса, но тем не менее он его не дублирует и носит преимущественно практикоориентированный характер. Вот эти вот особенности разработчик должен учитывать. Шаг 1. Значит, разработчик должен определить подходы в изучении учебного курса. Перед ним задача абсолютно новая. Он, конечно, опирается на свой опыт разработки каких-то других программ, но те уже давно программы существуют, но тем не менее ему придется делать определенный выбор в том, как он будет этот курс разрабатывать. И, конечно же, и объем учебного времени, и задачи достаточно обширные, к требованиям, да, к планируемым результатам, они примерно обозначены. И вот иметь в виду и дополнительный, и практикоориентированный характер, и частный характер. Вот это 3 особенности. Вот я такую небольшую 3 поля нарисовала.
Так, язык, история, культура – это такие знания характера вещи. Это то, что ребенок просто должен знать для своего развития. Так, дальше. Нормы языка – это то, что употребление, да, в речи, произношение, написание, то, с чем мы имеем дело и в основном курсе языка. И текст – вещь тоже знакомая, работа с текстами. Но тем не менее, значит, изучая язык, историю, культуру, мы изучаем, как формировались данные нормы. Значит, эти вещи взаимосвязаны. Дальше эти нормы реализуются в устной речи и в текстах. Эти вещи взаимосвязаны. Дальше все наши знания написаны в текстах. Тоже взаимосвязаны. А значит, нам нужно найти вот это общее поле, и вот там суметь все три блока, решать вот на этом маленьком, как называется, тезаурус, да? Вот на этом общем поле, и чтобы встретились все три блока, и вот это будет тот самый минимум, который позволит реализовать программу даже при ограниченном, возможно, учебном времени, который вас выведет в школу. То есть, чтобы вы не потеряли главное. Что еще учтем? Вот здесь я хотела бы попросить Наталью Станиславовну прокомментировать, что русский язык – это не только литературный вариант. И поэтому это означает, что мы говорим не о книжном, не о литературном русском языке. Вернее, не только о книжном, не только о его литературном варианте. Что у нас есть региональные варианты русского языка. И что региональное своеобразие речи будет зависеть от контактов с другими языками. Пожалуйста, Наталья Станиславовна. Я думаю, что при разработке курса «Русский язык как родной» действительно мы уже ориентируемся не только на литературный вариант, который реализуется главным образом в письменной речи, но мы обращаемся к проблеме речи живой, вот, в которой, во-первых, это своя система, у нее свои нормы, которым в школе внимания не уделяется, да, нужно сказать, и в вузе тоже. Вот. Это живая речевая стихия, в которой нужно уметь разбираться. Здесь есть особенности регионального характера, здесь есть особенности социального характера. И учитель не должен этого бояться. Вот. То есть, когда мы говорим о нормах, то это не только нормы грамматические, произносительные, это еще и нормы этические, это нормы коммуникативные. И вот оставаясь на позициях этой нормы, учитель должен уметь обращаться и с теми вариантами языка, которые лежат за ее пределами. Вот. Фактически, формируя отношение к ним, вот, указывая на допустимость, недопустимость, и в то же время учитывая еще и региональный аспект, то есть который объясняет и контактирование с другими языками многолетнее, который учитывает и тот пласт лингвистического наследия, который сложился в регионе. То есть вот этого избегать не нужно. Русский язык как родной, вы говорите с учениками, которые действительно являются не просто носителями русского языка, но и осмысляют его как свой родной и первый язык. Вот, поэтому вот это нужно учитывать. В какой форме это делать? В разных. Вот, я думаю, что сейчас мы не сможем дать конкретные рекомендации, вот, которые идут поурочные. Вот, но мы этим будем обязательно заниматься. Существуют работы. Вот, поэтому я просто призываю сейчас, чтобы учитель этого не боялся. То есть в данном курсе это нормально, это закономерно, это правильно, это должно быть. Ну, то есть я хотела сказать, что учитель не сделал такой простой вывод, что этот курс направлен на изучение норм литературного языка. Да, причем именно вот определенных видов норм. Потому что норм на самом деле гораздо больше. Это более широкое понятие, чем то, что вкладывается обычно вот при школьном образовании. Да, чтобы это не было такое изучение норм, и еще не дай бог, как подготовку к единому государственному экзамену, и вот вообще такую прагматичную, даже сниженную область, не переводить эту программу в такой сниженный вариант. Но на самом деле мы, когда знакомились с содержанием примерной программы по русскому родному языку для 5-9 классов, мы обратили внимание и порадовались, честно говоря, при ее разработке, какого плана. В нее вошли те темы, которые не отражены в программе русского языка, которую мы изучаем в предметной области русский язык и литература, но которые действительно есть в контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена.
Вот. Это Поэтому, понятно. Там то есть, нормы и там нормы. там не только нормы, но и содержательная часть, и работа с лексическими единицами современного языка, подросткового языка. Вот эти вот темы, вот эти вопросы, они есть в этих государственных экзаменах, но они не рассматриваются в программах по русскому языку. Они рассматриваются в программах старшей школы. Старшей Основной школы. программы нет, верно. Да, Но старшей школы, да, и поэтому... А поскольку в старшей школе не всегда хватает времени на освоение нового содержания, вот здесь вот эта вот программа действительно может спасти, скажем так, подготовку, но только в этой части, только в этой части. Я бы Вот, все-таки хотела обратить внимание именно на ценностный Да, характер и однозначно. на личностные результаты. Все-таки не нужно эту программу Нет, сводить. нет, конечно. Она никого не спасает. Да. У нее другие функции. Так, шаг второй. Разработчик определяет форму представления результатов на протяжении изучения курса. Значит, мы исходим из того, что вам дали час в неделю, то есть 35 часов в год. И 35 часов в год – это на 4 четверти, это вообще учебный период очень короткий, учитывая, что там должны быть и тематические зачеты, да, что должна быть промежуточная аттестация, это очень немного времени. Поэтому все требования к планируемым результатам, они должны найти свое материализованное такое выражение в неких видах работ, которые должен ученик представить. Его, конечно, нужно этому обучить. Он должен будет представить это учителю для того, чтобы было понятно, что он освоил эти виды деятельности, а значит, он освоил эти промежуточные, вернее, эти планируемые результаты. Вот посмотрите слева планируемые результаты, как это значит, написано в программе. 3 компетенции: культурологическая, это понятно, языковая и коммуникативная. Здесь как раз-таки нет лингвистической явно выраженной компетенции, поскольку она, я так понимаю, уже была почему-то исключена. Но она реализуется. Она реализуется совершенствование, да, на совершенствование. И вот посмотрите, я все-таки выделила красным цветом на создание устных высказываний. Мы все коллеги, филологи, прекрасно понимаем, какие проблемы у нас сейчас в школе. Это уже было сказано и в концепции преподавания языка и литературы. Нынешняя вот, примерная наша апробация устного экзамена в 9 классе показала эти проблемы воочию, что наши дети не умеют говорить, не умеют пересказывать, не умеют отвечать на вопросы, не умеют задавать вопросы. И поэтому вот на эти 35 часов в год ставить большие задачи, то есть и устные, и письменные, мы посчитали, что это будет излишним. Письменных работ вполне достаточно в курсе основной, значит, программы по русскому языку. И поэтому мы вот письменных, видите, поставили в скобочки. Мы себе позволили выключить вот этот письменный высказывание и акцентировать внимание в этой программе на совершенствовании именно видов устной речи. Мы предложили в среднем столбике виды деятельности на уроках, то есть чем можно заниматься на этих уроках. То есть когда вы будете выполнять вот эти вещи, вы тем самым будете достигать не только предметных, но и метапредметных результатов и личностей в том числе. Итак, ну, во-первых, это чтение текстов различных стилей. Причем чтение именно детьми. То есть они должны уметь читать тексты различных стилей, различных типов речи, вот, значит, да, и жанров. Дальше различные виды пересказов. То, что, к сожалению, вот и чтение, и пересказы, вы знаете, они еще где-то есть в начальной школе, в основной школе они исчезающая деятельность на уроках, потому что есть другие задачи, лингвистические задачи. Дальше. Особое внимание мы уделяем содержательному анализу текста и информационной переработке текста. Дальше таким видом деятельности, как интерпретация текстов, может быть не целиком, фрагментами этих текстов. Комплексный анализ текстов, делая, значит, акцент на орфоэпическом, лексическом, словообразовательном, стилистическом анализе, и таких заданий, как подбор синонимов, то есть учить синонимии в целом. Да? Дальше комментарии словарных статей, работа со словарями обязательно. Далее создание монологов и диалогов, конечно, с использованием этикетных форм и в различных речевых ситуациях. В качестве тематических зачетов и промежуточной аттестации, значит, мы какие даем советы? На промежуточную аттестацию выносить проекты исследовательские обязательно, информационные, поскольку для них очень много информации будет
абсолютно новой информации, поэтому здесь информационные проекты приветствуются. Но поскольку это речь идет об устной сдаче промежуточной аттестации, обычно на промежуточную аттестацию отводится час. Невозможно за 1 час принять промежуточную аттестацию в устной форме. Мы поэтому рекомендуем распределить проведение промежуточной аттестации в течение учебного года, то есть дети буквально с сентября получают задания проектные, и когда они их сдадут, тогда у них промежуточная аттестация будет зачтена. Но стоять она будет под числом там, майского какого-то дня или апрельского, когда по приказу объявлена эта промежуточная аттестация. Это для того, чтобы не напрягать детей и учителя. Тематические же зачеты проводятся точно так же, распределенно. Так, чтобы не весь урок все только читают, потом все только пересказывают. И поэтому, если ребенок, например, почитал, сказал, зачтите мне это, как за зачет по чтению, да, он в следующий раз прочтет лучше, он скажет, а теперь, пожалуйста, зачтите мне лучше этот результат. То есть, чтобы вот они просто знали на учебный период, какие виды деятельности они должны представить в зачетном характере. Да? И они будут знать, что вот в течение этого полугодия, или я даже рекомендую сделать именно периоды здесь полугодия, разрешается, когда 1-2 часа, делать не по четвертям учебные периоды, да, когда ставятся отметки, а полугодовые. Вот за эти 17 часов я должен сдать вот это, вот это, вот это. Я могу сдать когда угодно, я могу несколько раз пересдать. Так? То есть вот виды деятельности в журнале написано, что именно, за что именно, и всегда можно изменить отметку. И поэтому что именно, потому что классы разные, дети разные, и поэтому здесь могут быть, конечно, очень много подготовительной работы, ну, например, кажется, ну, что там читать? Но дело в том, что читать тоже надо уметь, выразительно читать, да, орфоэпия здесь опять же. Поэтому вот это все так сразу не сдастся. То есть вот если он что-то там быстренько прочитал, это не то. Вы имеете в виду, что у вас есть критериальная база для приема всех этих зачетов. Ну, например, первый год обучения, скажем, на первое полугодие чтение текста, пересказ прочитанного текста. Причем это не обязательно художественный текст, это публицистика, это научно-учебный или научно-популярный там стиль. То есть пересказ любого текста. Можно сделать чтение текста несколько раз. Чтение текста такого-то типа речи, такого-то стиля речи. То есть это не обязательно 1 раз прочтение за все полугодие. Информационная переработка текста. Конечно, мы обучаем назывному плану текста, да, и плану текста при помощи репродуктивных вопросов, честно говоря, уже не встречала в филологах. Да? Но здесь не просто план, но обоснование, почему мы выбрали именно эти слова, чтобы обозначить вот эти пункты плана. Дальше. Построение диалога. Здесь вообще приветствуется на этих уроках парная работа со своим соседом по парте. Диалог на определенную тему с использованием этикетных форм в различных речевых ситуациях. Речевые ситуации может очень разные. Да? И разговор с одноклассниками, разговор с директором школы, разговор с незнакомым человеком, разговор по телефону, разговор воочию в очной форме. И поэтому диалоги очень разные, и они должны уметь их выстраивать. Ну и комментарии, слова на статье. И, предположим, если за полгода у него будет стоять 5 отметок, то есть сданы вот эти все вещи, то на этом основании можно выставить полугодовую отметку. На второе полугодие желательно, конечно, что-то продолжить. Например, чтение текста в первом полугодии был художественный текст, чтение во втором полугодии будет научный, значит, текст. И поэтому здесь можно в скобках писать именно какие тексты и какого типа и стиля будут сдаваться. Дальше пересказ там прочитанного текста, а здесь прослушанного текста. Это уже немножко другой вид деятельности. Дальше, вот здесь уже тезирование текста, а не назывной план и не репродуктивные вопросы. Ну, остальные можно вещи оставить. То есть какие-то вещи продолжаются, потому что всегда нет предела совершенства, да? Вот. А есть какие-то вещи, в которых будет прирост происходить. Поэтому вот от принципа простого сложного. И за эти 5 лет увеличится объем текстов, дальше увеличивается количество типов речи и стиля речи, вариативность. И, в общем-то, не только, конечно, эти виды, это просто вот я предлагаю, можно, конечно, сделать больше. Но вы сами увидите, чтобы вот все дети сдали вот эти вещи, от вас потребуется немало усилий. Шаг 3. Разработчик подбирает дидактическое сопровождение курса.
Дело в том, что формально, конечно, у нас есть УМК к основному курсу русского языка. Но там, как правило, значит, что-то, конечно, не всегда учитель успевает сделать, и что-то останется за кадром. Но, тем не менее, этого будет явно недостаточно, значит, потому что именно культурное своеобразие русского языка там обычно, ну, вот так скажем, пунктиром проходило по основному курсу. И поэтому здесь нужно найти, у нас есть великолепный, прекрасный просто сайт с отличным таким вот сопровождением по именно национальному своеобразию, значит, нашей культуры. Вот я тут написала «Великая культура.ру» и просто культура. Да. И вот здесь и тексты, и видео, и значит, иллюстрации. Все можно найти. Эти тексты прямо использовать для работы, как я вот сейчас покажу. Так, кстати, я, конечно, люблю старые учебники советской эпохи. Кстати, они сейчас многие переиздаются. Вот. Это те, на которых мы в свое время когда-то и не только учились, но и работали в 80-х, 90-х годах, они никуда не делись. Есть возможность скачивания этих учебников. Если не скачивание, то смотреть в режиме онлайн, перелистывать страницы, можно делать скриншоты, переносить на презентацию, и вот, пожалуйста, да, уже есть дидактический материал, на котором вы будете работать на уроке. К сожалению, вот сейчас пока ничего другого посоветовать не могу. Это именно вот учебники к основному курсу, учебники вот эти, скажем, и, конечно же, Google. То есть я имею в виду сайты. Вот, например, да, ресурсы, интернет-ресурсы. Вот, например, вы берете небольшой текст. Понятно, что текст от 5 до 9 класса размерами, объемом будет увеличиваться, да? Сложностью самого текста. Сложностью текста и вообще объемом прежде всего. То есть не надо большие задачи ставить всего лишь на 45 минут. При условии, сколько заданий они должны будут выполнить. И поэтому берете текст. Понятно, что задания – это мои примерные задания, и вы сами найдете таких заданий достаточно. Прочитать, выделить непонятные слова, определить значение словарей, прокомментировать словарную статью к одному слову, объяснить учителям подчеркнутые слова и выражения. Задать репродуктивные вопросы к тексту, ответить на репродуктивные вопросы, объяснить выражение, рассказать учителю, как надо играть в бирюльки, употребив следующие слова. То есть сразу же включать те слова, которые, значения которых они узнали, предположим, в словаре, да? Кто-то, может, знал, как для кого-то они стали новостью, и уже употребить их в речи. И выбрать и подготовить для сдачи зачета одно из предложенных заданий. То есть кто-то сразу скажет, что я вот это смогу. Но дело в том, что, например, задать репродуктивные вопросы к тексту, я вам прямо скажу, дети не умеют в 5 классе. И в 10 не умеют. Поэтому, прежде чем задать репродуктивные вопросы, надо их обучить задавать вопросы в принципе. Какое вопросительное слово, что должно быть, значит, в новом и в данном. Да? То есть, как строится вопрос и как строится ответ. Вот на это вы тоже сначала урок потратите, прежде чем они научатся правильно задавать и отвечать на простейшие, казалось бы, репродуктивные вопросы. И вот это и есть информационная переработка текста, это и есть метапредметный результат. И я вообще считаю, что вот у нас это прекрасная возможность как раз-таки очень много поработать на метапредметные результаты. Вот, например, еще один текст. Здесь какие можно мини-исследования и мини-какие-то проекты уже начинать проводить с детьми на уроках. Или они сами даже могут сказать, что такой-то проект здесь может быть, еще что-нибудь. Но в любом случае основа работы будет текстоцентрическая. Я так думаю, что это наилучший способ. Если у вас другого ничего не будет, что детям дать, значит, текст должен быть на экране, он должен стать основой для работы на уроке. Парная работа. Групповая, конечно, тоже возможно, но парная работа, я думаю, что здесь будет пока уместнее. Это и тоже, когда они научатся вместе фронтально задавать репродуктивные вопросы, тогда уже можно задавать своему товарищу, слушать, оценивать их точность, полноту, ну и так далее. Кроме того, еще в наших учебно-методических комплексах по русскому языку, по литературе, по истории есть всегда маленькие статьи. То есть по химии, по биологии, да, по географии, общественнному да, знанию, по всем предметам, по изобразительному искусству, музыке, даже по физкультуре. Хорошо, хорошо. Да. Вот их
Во всех тоже учебниках. можно использовать. То есть нельзя сказать, что учитель совершенно в этом смысле, у него ничего нет. Он может это брать, можно приносить на уроки, но я думаю, что, наверное, нет. Все-таки делать скриншоты из учебников, которые не видят и так каждый день. Ну, возможно, что другие предметники не обратят внимания на эти маленькие статьи, а вот здесь, на этом курсе, их очень уместно использовать. Потому что наша задача работать с текстом, то есть как раз-таки то, что относится к смысловому чтению. В том числе вот данная работа, когда мы, например, перед уроком русского языка родного шел урок химии, используется учителем на уроке учебник, преподаватель русского языка, зная расписание уроков своих обучаемых, берет за основу тот текст, который, например, сегодня проходит либо уже прошедший, либо в качестве пропедевтики следующий. Это очень хорошо выстраивает в этом плане межпредметные связи, работая с межпредметными понятиями. Но они должны входить в тему язык, история и культура. Вот, понимаете, чтобы она не выходила за пределы. Но мы понимаем, что не химический текст, не химические термины будет расшифровывать учитель русского языка, а будет смотреть на и отбирать эти тексты именно с этой позиции. Да. Так, на уровне среднего общего образования также проводится анкетирование обучающихся, детям предоставляется выбор не менее одного учебного предмета, и он может быть на базовом, предметной области. Из предметной области. Не менее одного из предметной области. Написано русский родной язык или русская родная литература, но он может этот предмет выбрать на базовом или углубленном уровне. И если они заявят углубленный уровень, школа должна разработать программу на углубленном уровне. Ну и, соответственно, объем учебных часов выделить соответствующий. Точно так же включить это в учебный план, внести изменения в соответствующие разделы и назначить ответственных за разработку. Алгоритм будет точно так же. Разработчику придется самому определить подходы в изучении учебного курса. Вот когда я сказала об устном, значит, вы понимаете, что я ни в коем случае не пытаюсь вас ограничить. Я просто говорю о том, что у нас это вот есть дефициты именно в устной связанной речи учащихся. Поэтому в основной школе желательно вот эти дефициты уже как-то решить. А вот в старшей школе, конечно, возможно продолжение устного, значит, формата этих уроков, а возможно и любой вариант, переход как раз на письменную часть. Но это уже, повторяю, разработчик программы пусть определится сам. Также определяет форму представления результатов. Но я все-таки рекомендую, коллеги, сделать акцент на развитии устной речи, потому что в это же время на уроках русской литературы усиленно пишут сочинения. Пишут почему? Потому что у них декабрьское сочинение в 11 классе, в 10 классе точно так же очень много письменных работ. И все-таки, может быть, это будет немножко перегрузом для учащихся, если они будут выполнять эти письменные работы еще на одном предмете. Ну и, конечно, разработчик вынужден будет сам подобрать дидактическое сопровождение курса. Поэтому здесь мы советуем разработчику принять во внимание те проблемы, которые указаны в концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Здесь указаны следующие проблемы, что не в полной мере обеспечивается формирование коммуникативных компетенций. Именно коммуникативных, как раз устная связанная речь, одной из является проблемой. Понятно, что является проблемой письменная речь. Но вам придется выбор делать, если у вас будет базовая программа, одночасовая, вы не сможете в 1 час решить все проблемы. Ну и, во-вторых, неоптимальное соотношение теоретических и прикладных элементов содержания. Как раз теоретических-то у них вполне достаточно, потому что они готовятся к единому государственному экзамену, и как раз повторение всего курса русского языка, начиная от фонетики, кончая текстом, они заново все поднимают, обобщают, повторяют, систематизируют, и, может быть, как раз вот это вот уже будет излишняя, вот эта теоретизация, а переход на прикладной элемент содержания, именно прежде всего развитие устной речи, им поможет, например, при сдаче экзамена в ВУЗе. Кроме того, целесообразно использовать модульный принцип. И здесь, в принципе, можно пойти по аналогии с блоками примерной программы основной школы. То есть заявить те же 3 блока: культура речи, текст и язык и культура. И точно так же включить деятельность прикладного характера.
Ну, повторяю, здесь я уже устных письменных, в скобочки сюда поставила это в зависимости от избирательности разработчика программы, но, тем не менее, все-таки думаю, что, наверное, письменно это будет слишком много. В блоке культуры речи можно, значит, в коммуникативную компетенцию включить требования, которые изложены в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, это владение видами речевой деятельности. В блоках тексты, да, формирование навыков многоаспектного анализа текста. У нас это, во-первых, требуется в едином государственном экзамене, в части 2, когда требуется содержательный анализ текста. И здесь, конечно же, можно смотреть шире, не только, значит, готовить к ЕГЭ, но, тем не менее, как практика показывает, как раз такой многоаспектный анализ текста является затруднением для детей. Ну, а блок язык и культура, я подобрала, вот какие темы можно было бы включить. Это тема формирования словарного состава, тоже с позиции старшей школы, да, как он этот создавался, вот, лексический наш состав. Какие исторические изменения происходили, как влияло на язык христианства, исторические научно-духовные события в жизни народа, авторы, которые, значит, вкладывают в изучение истории русского языка. И, конечно, можно расширять, это в зависимости от того, базовый у вас уровень или углубленный уровень. Ну и, конечно, как раз вот изучение данных тем как раз и обеспечит сформированность представления о роли родного языка в жизни человека, общества и государства. Вот эти ценностные результаты и личностные результаты, они как раз и будут обеспечены вот этим курсом. По литературе мы тоже решили посоветовать, что нужно нацелить содержание курса на решение проблем, обозначенных в концепции. И в рамках основной школы, и в рамках среднего общего образования. У нас проблемы одни и те же. Литература не всегда соответствует возрасту обучающихся. Как ни странно, обнаружили мы это при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку в части 2. У нас очень много дается текстов, где рассматриваются подростковые проблемы, проблемы молодого поколения, юношества. И дети обнаруживают, скажем так, с удивлением, иногда даже с ужасом, что вся литература, которая была прочитана в рамках школьной программы, они не могут ее использовать как аргумент, потому что там герои не дети, не подростки и не юноши. И они не могут использовать, например, образы Базарова, Безухова, рассуждая о современных подростках, потому что речь идет о дяденьках, которые уже в значительном возрасте. И тогда они говорят, а почему мы не читаем литературу подростковую? Я говорю, ну вообще вы могли бы ее читать и сами, но этого не происходит. Ну и кроме того, обращаю ваше внимание, что в содержании учебного предмета литературы в концепции указано, что основное внимание уделяется знакомству с историко-культурной информацией произведения, об авторе литературном процессе, литературоведении. То есть это, конечно, хорошо, но этого как раз, может быть, уже и не надо в рамках нового учебного предмета «Русская родная литература», что может быть все-таки уделить внимание способности понимать художественный текст на основе его просто прочтения, обсуждения, восприятия первичного или более глубокого, но именно чтобы дети читали и обсуждали. Им будет интересно читать. Это как раз русская детская и юношеская литература. Поэтому мы рекомендовали списки. Наша национальная библиотека города Сыктывкара, она рекомендовала тоже, значит, уже апробированную. Они проводят всевозможные чтения, конференции читательские. Они определили уже вот тот список произведений, которые уже точно знают, что будет интересен и можно рекомендовать. И они нам дали прекрасную презентацию, которую мы повесили на портале «Открытое образование», на страничке РМУ русского языка и литературы, и вы можете найти вот эту презентацию. Если вы испытываете, ну, так скажем, сомнения в выборе, да, в выборе литературы, мы дали свои тоже рекомендации. Они могут показаться вам спорными, потому что множество этой литературы, вернее, большое количество этих авторов, оно абсолютно новое для нашего слуха. О них ничего не написано. То есть есть только сайты, где читатели говорят, что книжка хорошая, но они не относятся к списку выдающихся произведений, пока еще туда не вошли, но вполне возможно, что войдут.
Вот. И поэтому здесь как раз будет учитель с ребенком будет таким, с детьми, первооткрывателями этих авторов. И разве это плохо, если они первыми сформируют какое-то свое читательское мнение об этих произведениях? И возможно, что это как раз восполнит тот дефицит, который у них явно имеется. Дальше также обращаем внимание, что в примерной программе основной образовательной программы школы отсутствует содержание, как и в средней, да? Но тем не менее сказано, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами. То есть он может выбрать УМК, исследовать тему, он может откорректировать программу, выбранную в УМК, он может опираться на госопримерную программу и может разработать свою собственную рабочую программу. Он имеет право опираться на одну линию учебника, он может использовать несколько учебников или учебных пособий. К сожалению, не все учителя вот это понимают, что вот это теперь у нас нестандартизированная вещь. То есть главное, чтобы вы достигали планированных результатов. Вы подбираете под это содержание вы находите в тех УМК, которые вы выбираете, которые вам нравятся. И поэтому в этом смысле содержание учебного предмета «Родная литература», оно может из нескольких УМК брать то, что там есть. То есть вам вряд ли сейчас кто-то даст УМК под этот предмет. Это очень процесс долгий, длительный, да, чтобы создавать. И тем не менее, все равно вкусы будут разными, цели и задачи тоже будут немножко разниться в каком-то смысле, предпочтения будут у детей и учителей, и единого чего-то здесь будет невозможно. Да? На уровне среднего общего образования, конечно, многие считают, что нужно руководствоваться списком С из примерной программы. Но если вы внимательным образом посмотрите на этот список С, вы увидите, что он, опять же, не детский. И он не вызывает интереса у обучающихся. Исключение, вот я написала повесть Щербаковой, вам не снилось, все мы прекрасно помним, да, эту повесть. И роман Петросяна, это из новейших романов «Дом в котором». Остальное же, вот опять же, на выбор разработчика программы, на выбор учащихся, которые сами могут учителю порекомендовать, сказать, давайте мы прочитаем вот это, почему бы и нет. И вот опыт чтения, обсуждения такой литературы, он важен для воспитания, и как раз-таки именно совместный выбор таких произведений, возможно, сблизит наших детей и книги. Ну и я думаю, что нам не надо ничего выдумывать относительно планированных результатов предметных. И поэтому вот уровни читательской культуры, которые предложены в нашей примерно основной общеобразовательной программе для основного курса русской литературы, вполне подойдут и под этот курс. Здесь даны уровни, и уровневый подход у нас один из приоритетных подходов в федеральных государственных образовательных стандартах. Это не означает, что дети должны непременно дойти до 3-го уровня. Такого нет, прямо вот такой прямой взаимозависимости. Они могут обучаться, осваивать программу на 1-м уровне, с 1-го до последнего, так сказать, года обучения. Это будет их выбор. Их зоной ближайшего развития будет 2-й уровень. Несколько человек перейдут на 2-й уровень и будут стремиться к 3-му уровню, возможно. А может быть, весь класс так и будет обучаться только на 1-м уровне. Здесь очень простые вещи. Они укладываются в те виды речевой деятельности, которые мы с вами определяли. И поэтому вот здесь то, что служит предметом для обсуждения. То есть определять, вызывать, находить. Это можно все в устном формате, замечательно все эти отрабатывать, вот эти вот вещи. Да. И поэтому, ну вот писать рецензию, сочинение, интерпретацию, повторяю, это 3-й уровень. Это не значит, что мы должны к этому стремиться. Это возможная вещь, возможный выбор обучающихся. Может быть, только какие-то вещи отсюда будут взяты. Ну, я предполагаю, что вот отбор видов данных планированных результатов и видов деятельности для уроков зависит в том числе от, собственно, вида образовательной организации. Мы понимаем, что маленькая сельская школа – это один формат работы с учащимися, и никто не говорит, что их не нужно развивать, но это в том числе компетентность самого учителя, необходимость развивать, удовлетворять потребности учащихся и их родителей, городские гимназии, лицеи с более повышенным уровнем содержания образования, объемом часов, следовательно, разными формами урочной и неурочной деятельности учащихся. И понятно, что вот в зависимости от вида учебного заведения, в том числе будет зависеть, какой уровень, к какому уровню будет стремиться учитель организовывать и как будет разрабатывать рабочую программу.
Но мы все-таки, конечно, так вот считаем, что устную все-таки речь надо развивать учащихся. Это сегодняшняя проблема, Это сегодняшняя проблема, которую и нужно решать и ее надо решать. Ее надо решать, потому что, вот, коллеги, я вот говорила вам, что меня пригласили в качестве принимающего экзамена наших филологов в университете. Ну, председателя государственной экзаменационной комиссии. Да, но дело не в этом. И как раз-таки вот была в чем проблема у этих выпускников, которые завтра, возможно, придут работать в школу, в том, что они как раз-таки обладают определенными уже дефицитами, которые заявлены прежде всего в том, что они, например, не вполне обладают исследовательской компетенцией. Они не вполне умеют защищать свою работу, не умеют отвечать на вопросы, то есть именно вот защищать, обоснованно отстаивать. Ты можешь быть неправ, но ты отстаивай, ты разговаривай. И вот эти вещи, они ведь из школы выросли, скорее всего, многие, вот, да? То есть в школе, возможно, тоже была такая позиция, что ну, учитель всегда прав, да? Вот. И они, видимо, соглашались, и вот это как-то вот сохранилось у них. И поэтому вот эта вот самостоятельность, даже отсутствие какого-то критического мышления, ну, я не знаю, вот это есть. Я думаю, что школа должна все-таки тоже вузу кое-что подготовить. Это прежде всего, да, компетентных читателей, да, и компетентно мыслящих людей с критическим мышлением. И вот эти вот программы «Русский язык» и «Русская родная литература», давайте мы их как раз вот эти часы вот нацелим на развитие, как раз на формирование, но уже и на развитие метапредметных результатов. Пусть мыслят логически, пусть читают, пусть объясняют, пусть интерпретируют, пусть определяют, пусть отвечают, пусть делают то все то, что от них потребуется во взрослом мире. Наталья Станиславовна, что скажете? Ну, я, наверное, буду дополнять. Единственное, что, как мне кажется, меня не видно в этом. Да, видно, да?